Приветствую всех людей, доброй воли, чистых помыслов. Сегодня решили мы опровергнуть ложь Манкурта Сергея Асланяна, который выступал в программе недавно, на днях, «Утро февраля» или «Февральское утро». Это гнида, по-другому ее называть нельзя. Во-первых, подставляет своей фамилией армянский народ. Это не относится к армянам. Это относится к этой гниде. Больше слов нет на него. Он клевещет на чеченцев и говорит такие вещи, что уму непостижимы. Конечно, он использует заказ имперский. Как всегда, империя особо корпя обливает грязью чеченцев, как самых своих ненавистных врагов империи. И вот он продолжает в этом духе. Говорит, все будут резать, убивать чеченцев. Во-первых, чеченцев режут, убивает ваша империя на протяжении более 400 лет. Ничего нового ты не сказал в этом. Менты ФСБ это сделают за 3 дня, говорит далее. Здесь тоже ничего нового. Менты и ФСБ пришли к нам сделать это за 2 часа. А прозябли 2 года и с позором ушли из чеченской земли. Прошли с войной. Более 400 тысяч войск и 6 тысяч бронетехники. Не говоря о авиации, артиллерии дальнего базирования, что променялось на чеченцах. Далее говорит, эта гнида, у чеченцев есть традиция головы резать, говорит. Во-первых, на Кавказе никогда не резали головы, в Чечне тем более. Ни одного случая чеченцы не знают, чтобы кому-то за что-то отрезали голову между собой в своем быту. Отрезание голов, отрезание наконечностей, ушей, это принесли имперцы на Кавказ. Заложница террор принес империя на Кавказ, принесла. Это ваши фрукты, ваши деяния. И хотите перекладывать их на нас. Очень вы бессовестны в этом деле, перекладывать все себя на других. Также понимаем мы, что есть огромное желание очистить Чечню или Кавказ от кавказцев, Чечню от чеченцев и засыпать это все своим дерьмом, как бы засыпали всю огромную эту империю завоеванную. И далее говорит этот Сергей Асланян, это гнида. Каждый раз буду добавлять. Это мразь. И этот метод можно использовать против них, говорит. Вы использовали их всю жизнь, используете все сегодня. Вот к этому слову мы приложим ролик с его словами и ролик с уважаемым нами всеми латвийцем Ландсбергесом, как он рассказывает, кто кому резал головы и кто кого взрывал. Мы это приложим в конце. Посмотрите, о чем речь. Кто не видел, это поймет. Этого Сергея Асланяна нужно найти. Нужно на него подать жалобу. Хотя система в защиту завоеванных народов в России никогда не работает. Но все равно надо сделать резонанс. Надо выступать, надо писать статьи. Если надо сделать митинг, мы, если не будем опровергать вот этих вот гнид имперских, то так и будем мы от них оправдываться. Это не оправдывание, это показывание лжи и имперских ярлыков. И это мое не первое выступление подобное.
Потому что они вынуждают опровергать, показывать всю их грязь и ложь. Что мы сегодня и делаем. Всего доброго всем людям, доброй воли. До свидания. И те, кто видел, как это происходило в Чечне, когда резали горло, отрезали головы, они до сих пор носят в себе ужас этого. Но, как выяснилось, не все к этому относятся одинаково, не для всех это страшно, не для всех это ужасно, не для всех это недопустимо. И вот то, что здесь Медведев опознал своих как раз соратников по ЧВК, это самая главная новость. Не новость жестокость, не новость садизм, не новость отрезание голов. Новость то, кто это сделал. В ЧВК не чечены. Чечены головы режут друг другу, русским. Для них это норма. У них это не то, что вместо «здрасте», но вот у них так это принято. И то, что теперь начинает проявляться здесь российский след, это сделал кто-то из русских, вот это самое главное открытие. Прежде считалось, что озвереть до такого животного состояния невозможно, что есть предел. Хотя Варлам Шаламов говорил, что нет этого предела, и человек в животное превращается не просто быстро, чрезвычайно быстро. И солдаты воюющих армий, с которыми я говорил, я у них спрашивал, вот те, кто был из интеллигентных семей, мальчики, которых забрали волею судеб на фронт, я спрашивал, вот через сколько ты озверел? И рекордом у моего собеседника, ну это тоже, знаете, степень доверия, когда с тобой разговаривают как с равным. Один мальчик-скрипач мне сказал, что для того, чтобы озвереть, мне понадобилось 3 дня. Но это были 3 такие дня, которые не каждый переживет. Но озвереть можно до разной степени. Озвереть до того, чтобы отрезать голову, это самое удивительное и самое чудовищное открытие, которое не все взяли на обдумывание, но сделали всей страной. А потом они начали резать головы западным врачам и выставлять эти головы как дело чеченцев. Вот что такое чеченцы. Почему мы их должны убивать? Потому что чеченцы режут головы врачам. А чеченцы, это еще при Дудаеве, может быть, при Масадове уже, они послали адреса, имена, списки, где эти убийцы живут. Если хотите, мы их возьмем и передадим вам. Или вот вы разбирайтесь. Берите их. А они не брали. Зачем? Это же оружие пропаганды на Запад, что убийцы чеченцы, их надо убивать.